Это кыргызская национальная борьба на поясах. Этот вид спорта был основан в 2001 году бывшим депутатом Жогорку Кеңеша, экс-президентом Национального олимпийского комитета страны, 15-кратным чемпионом Кыргызстана и Средней Азии по кыргызской борьбе күрөш, победителем международных соревнований покойным Баяманом Эркинбаевым. Правила были взяты из эпоса «Манас» и традиционной борьбы күрөш. В 2002 году была открыта Международная федерация борьбы на поясах «Алыш», которая объединяет многие страны и активно развивается. На сегодня «Алыш» популярен в более чем 50 странах мира – Европы, Азии, Америки и Африки. Благодаря этому можно с уверенностью сказать, что этот вид борьбы стал первым видом кыргызского национального спорта, получившим мировое признание. Если до этого времени кыргызские борцы были лучшими в данном виде спорта, то сегодня все поменялось. Например, на турнирах борцы из Ирана, Узбекистана и Туркменистана составляют сильную конкуренцию нашим спортсменам. Первый международный турнир по алышу был проведен в Оше в 2001 году. В нем приняли участие борцы из более чем 20 стран мира. История борьбы на поясах алыш уходит своими корнями в далекое прошлое. Этот вид борьбы является одним из древних спортивных игр кыргызов. Испокон веков наши предки прославляли своих спортсменов и передавали их имя из поколения в поколение. Например, Каба Улу Кожумкул известен не только жителям Кыргызстана, но и всему миру. Также в кыргызском шедевре устного народного творчества эпосе «Манас», в котором исторические личности Кошой и Джолой выясняли свои отношения в схватке по правилам алыша. Эта сокровенная информация очень ценна в историческом плане и является доказательством того, что алышу столько лет, сколько и народу кыргызов. Для включения своих национальных видов спорта в объединенный мир борьбы другие страны, такие как Казахстан, Узбекистан, Татарстан и другие, прикладывают огромные усилия, но пока результата не видно. Алыш же, в свою очередь, набирает все большую популярность не только в Кыргызстане, но и за ее пределами. Ежегодно с 2008 года проводятся чемпионаты Европы, Азии и Африки. В память о Баямане Эркинбаеве на регулярной основе проходят республиканские и региональные чемпионаты. Также каждый год в Москве и в Московской области, даже в Африке и Америке проводятся крупные турниры. Кроме этого, борьба на поясах алыш была включена в спортивную программу Всемирных игр кочевников. Борьба на поясах является одной из главных в традиционном спорте кочевников. Согласно замыслу создателей поясной борьбы алыш, в нем консолидированы в одно целое разные варианты поясной борьбы, культивируемых в различных регионах республики. В каждом уголке нашей страны, в каждой области есть своя разновидность борьбы на поясах. Например, в Баткенской области Лейля күрөші, в Ошской области Карасу күрөші, в Нарынской, Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях кыргыз күрөші. Эти национальные виды развивались в течение тысячелетий, переходя из века в век, из поколения в поколение и дошли до нас. Принимая это во внимание, на базе кыргызских национальных видов поясной борьбы выработали унифицированные правила с тем, чтобы в соревнованиях могли принимать участие представители всех видов и стилей национального поединка. Отличия, конечно, есть, но главное правило, идея одни и те же. В кыргызской борьбе спортсмены одеваются в просторные брюки белого цвета, которые расшиты кыргызским орнаментом. Верхняя часть должна быть оголена. Во всем мире существует множество видов борьбы. К примеру, японская борьба дзюдо получила распространение после Второй мировой войны и с 1964 года была включена в программу Олимпийских игр и на сегодняшний день насчитывается более 200 федераций. В Японии этот вид спорта называют национальным достоянием. На данный момент этим видом спорта занимаются около 20 миллионов человек. Это означает, что дзюдо занимает второе место после футбола. Благодаря усилиям Харлампиева, самбо, созданный им и его предшественниками, был официально признан в СССР в качестве вида спорта, имеющего важное значение.
Узбекская же борьба кураж больше похожа на самбо и дзюдо. Почти нет никаких различий, а наша борьба алыш совсем другая, даже единственная и уникальная в своем роде. В свое время, на начале этапа становления алыша, такие страны, как Иран и Россия, проявляли огромный интерес к этой борьбе и хотели присвоить себе. Но благодаря усилиям основателя Баяману Эркинбаеву им не удалось, так как он уже успел зарегистрировать и придать статус национального вида спорта кыргызов. Борьба на поясах алыш, объединив представителей различных школ на базе кыргызских национальных видов поясной борьбы, выработав правила, в 2008 году была включена в программу Объединенного мира борьбы. Помимо этого, была разработана специальная экипировка, потому что это требование времени. Борцы должны быть одеты в специальные спортивные куртки, чапаны синего и зеленого цветов, белые штаны и красный пояс. Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. В алыше есть разделение на вольный стиль и классический. Отличие: если в вольном разрешается использовать ноги, то в классическом запрещается. Раньше в соревнованиях среди взрослых схватка состояла из одного периода продолжительностью 5 минут. Среди юниоров и старше 35 лет 4 минуты. Среди молодежи, женщин и старше 56 лет 3 минуты. Сейчас же, по международным правилам, поединок длится ровно 3 минуты. Алыш. Этот вид спорта не только развивает физически, но и укрепляет моральный дух человека, учит ловкости и упорству, закаляет характер человека. В настоящее время эта форма борьбы входит в число самых интересных и зрелищных видов спорта, главной целью которой является вхождение в программу Олимпийских игр. Алыш объединяет народы, способствует развитию дружественных отношений между государствами, укрепляет позиции и престиж Кыргызстана в мире. Учитывая эти важные обстоятельства, борьбу алыш следует признать и культивировать как древнюю и самобытную разновидность единоборства кыргызов, которая благодаря стараниям Федерации вышла на международную арену и стала спортивным брендом Кыргызстана. Уважаемые спортсмены и соотечественники, мы обязаны больше уделять внимание борьбе на поясах алыш. Давайте не делить на разные виды борьбы, а объединимся вокруг одного и дальше будем развивать. Ведь именно алыш – единственный национальный вид спорта, который был включен в одну из самых престижных организаций мира – Объединенный мир борьбы. Алыш с каждым годом становится сильнее, и не исключено, что если мы вместе приложим усилия, в перспективе войдет в программу Олимпийских игр. Алыш – это не только великий дар, доставшийся нам от предков, но и гордость кыргызского народа.